масса этой точки 10 минус 5 степени грамм, а плотность 10 плюс 94 степени грамм на сантиметр кубический. То есть громадная плотность, малые размеры и малая масса. Вот этой точки современная наука считает, как вот из зернышка растет большое дерево, разрослась наша Вселенная. Конечно, это воспринимается обычным человеком трудновато. Я попутно буду наше мнение тоже задать по этому вопросу. На наш взгляд, то есть Вселенная образовалась в результате утечки материи из соседнего мира. То есть в оболочке соседнего мира образовалась там определенная дырка, произошла утечка, как утечка газа. И вот эта вот субстанция, так сказать, назовем его эфиром, субстанция, она нас постепенно привела к тому, что мы в настоящее время имеем. Видимо, эта утечка еще и в настоящее время идет, потому что есть мнение, Вселенная расширяется. Потом в науке очень распространено искать первоочепищики материи. В настоящее время 6 квартов. Говорят, 6-й кварт открыт, они составляют как раз первоочепищики. На мой взгляд, первоочепищиками являются кванты этой субстанции, эфира, то есть эфирона. От них все и произошло. Формула здесь может быть проведена, может нет. Что нужно сказать? Наука развивается, в настоящее время много противоречий сейчас в космологии. В частности, вот я назову. Видимая масса галактики, звезды составляет всего 0,4% от расчетной массы галактики и так далее. Если еще к этому присоединить межзвездный газ, то 3,6%, то вот 4% всего, значит, вещества. Это 500 раз меньше, чем расчетная масса. И вот, значит, современная наука считает, вакуум не имеет, так сказать, ничего. Оттуда удаляется все, и вещество, и поля, и это пустота. А на наш взгляд, Вселенная представляет собой какой-то гиперокеан эфира. То есть жидкостоподобное вещество. И мы вычислили вот эту вот, значит, разницу массы, поделили на объем, вычислили плотность этой субстанции. Получается 1,25 умножить на 10 минус 21 степени грамм на метр кубический. То есть вот такая вот маленькая плотность эфира. Но здесь хочу подчеркнуть, значит, ученые считают, что гравитационные силы, в частности, во Вселенной громадные. Это во-первых. Во-вторых, вот давление жидкости и плотность взаимно не связаны. Жестко. Например, и на поверхности океана, и на дне океана плотность воды 1 тонна на кубический метр. То есть внизу давление 11 тысяч тонн на квадратный метр. То есть с давлением плотность жидкости не меняется. То же самое можно сказать, что эфир, хотя имеет малую плотность, но может оказывать большие давления. Формул. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на третью формулу. Эта формула дает сопротивление вязкой жидкости движению тела в этой жидкости. То есть
сопротивление прямо пропорциональное к коэффициент пропорциональности, постоянная величина, обвязка силовых, прямо пропорциональной скорости движения и направлены против скорости, то есть против движения. Это известная в физике формула, касающаяся жидкостей. Значит, четвертая формула – это второй закон Ньютона, Исаака Ньютона. Значит, формула написана применительно к силе инерции. Сила инерции прямо пропорциональна массе, ускорению движения тела и направлена против ускорения. Если вы обратите внимание, эти формулы идентичны. Вот в связи с этим мы не нашли в литературе, по крайней мере, мы не знакомы, с чем объясняется сила инерции. Ну, обычно так говорится, значит, инерция свойства материи, так сказать. А вот здесь вот получается, что сила инерции – это сила сопротивления эфира, ускоренному движению тела. То есть эфир не оказывает сопротивления скоростному движению, а ускоренное движение оказывает сопротивление. Дальше первую и вторую формулу покажите, пожалуйста. Вот первая формула – это закон всемирного тяготения Исаака Ньютона. Гамма тут постоянная величина, М1, М2 точечная масса, а R – расстояние между центрами этих масс. И вторая формула – это закон Кулона. Два электрических заряда, Q1, Q2, точечные, притягиваются или отталкиваются вот такой вот силой, тоже пропорционально этим зарядам и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. То есть опять-таки мы видим, значит, идентичность этих формул. До сих пор, значит, сделаны большие попытки объединить, значит, гравитационные силы и силы электромагнитного взаимодействия. Объяснить их одними и теми же причинами. Вот рисунок покажите, пожалуйста. Первый рисунок. Наверху две массы М1, М2. Когда они достаточно близки друг к другу, скорость течения эфира между ними, значит, V, возрастает по сравнению с окружающей обстановкой. А это приводит к падению давления, это принцип Данилова-Вернули, падение давления между ними М1 и М2. И внешнее давление придавливает внешнее давление эфира, придавливает эти две массы друг к другу. На рисунке 2 показаны электрические заряды Q1, Q2, Q3. Значит, Q1, Q2 заряды имеют разные знаки, плюс-минус, допустим. Мы допустили, что заряды обладают таким свойством, что они создают круговое движение эфира вокруг себя. Причем достаточно мощное, скоростное, так сказать. И вот течение обходит Q1, Q2 в противоположном направлении, а между ними эти направления совпадают. И также по закону Бернулли эти два заряда будут придавлены друг к другу, внешним давлением. Внутреннее давление падает эфира, а внешнее давление придавливает. А вот заряды Q2, Q3, они имеют одинаковые знаки, то есть оба плюсы, допустим, они должны отталкиваться. Эфир обходит их в одном направлении, а между ними противоположным направлениями избыточное давление создается, и это избыточное давление отдавливает эти два заряда друг от друга, то есть они отталкиваются. Таким образом, эфир, то есть наличие эфира объясняет, значит, наличие сил гравитации и наличие электромагнитных сил. Причина одна и та же – это ускоренное течение эфира между телами, так сказать. Да. И давление внешнее.
или внутренне создается, когда отталкивание. Значит, тут можно что сказать. Вот, допустим, сейчас говорят, значит, ну как можно преодолеть силу гравитации? Надо уменьшить скорость между телами, так сказать. Вот, если скорость между телами М1 и М2 уменьшить скорость течения, то можно, значит, идти, чтобы они отошли друг от друга. Пример, пожалуйста, значит, транспорт на магнитной подушке. Транспорт на магнитной подушке, как раз магнитные заряды, так сказать, создавая разные течения в противоположном направлении, они как раз, значит, приподнимают за счет избыточного давления эфира. Потом научное общество очень удивлено тем, что вот шаровая молния, там обнаружены спектральные линии тяжелых элементов, металлов в частности. Как это так, значит, прозрачный, летает по воздуху, значит легче воздуха должно быть, громадной энергией обладает и так далее. И потом, значит, вот это объяснили, нет, наверное, это не было шаровой молнии, это был, наверное, значит, электрический разряд, там, замыкание короткое. Тоже объясняет, значит, электромагнитными явлениями, так сказать. Гравитация преодолевается. Следующее, торнадо. Торнадо тоже не могут объяснить, как может такой вот, значит, воздушные потоки поднять, скажем, бульдозер и перенести его на довольно далекое расстояние. То есть это воздуху не под силу. А электромагнитные явления, там всегда, значит, гроза, молнии, заряженность. Электромагнитные явления тоже могут преодолеть силу гравитации путем ускорения или замедления течения эфира между телами. В общем, основной довод отсутствия эфира – это эфир экспериментально обнаружен. Поэтому говорят, что эфир отсутствует. Но, во-первых, эфир проявляется вот эти вот через гравитацию, мы каждый чувствуем на себе. Потом электромагнитные явления, так сказать, это, во-первых, проявляет себя. Потом, на наш взгляд, вот современная наука говорит, вакуум обладает наименьшей возможной энергией. То есть в вакууме энергии меньше всего и меньше быть не может уже. А мы противоположно этого двигаем, значит, гипотезу, что вакуум, или не вакуум, это сейчас эфир уже, а киноэфир обладает наивысшей возможной энергией. Поясняю. Внутренняя энергия – это энергия движения всех частиц, полей, находящихся в этом объеме. Движение всей материи. И вот обратим внимание на воду. Пар, жидкость, лед. Пар обладает наивысшей возможной энергией среди этих трех состояний, внутренней энергии. Жидкость меньшей энергией, вода, а лед наименьшей энергией. Вот исходя из этого тоже утверждаем, что эфир это как аналог пара воды. Потом, значит, появляется, значит, вещество, окружающее нас. Потом черные дыры. Сейчас в науке тоже, значит, так, модная вещь, значит, такой термин черные дыры. И современная физика считает, что черные дыры обладают громадной энергией, так сказать. А мы, значит, утверждаем, что черные дыры обладают наименьшей энергией, наименьшей возможной энергией материи. Почему? Потому что, смотрите, значит, как объясняет наука, черные дыры обладают громадной массой, свет прилетает, фотоны начинают там вращаться и не могут бороться, так сказать, вокруг черной дыры. И поэтому черные дыры не видны. Во-первых, свет не прилетает, свет, значит, передается в виде волн, а волны не переносят материи, так сказать. Волны переносят в количестве движения энергию, импульса. Вот, значит,
Если в воде звук распространяется 1500 метров в секунду, это не значит, что молекула воды прошла 1500 метров отсюда до туда, так сказать. Передается просто импульс, а сама молекула здесь остается. Точно так же источник света, он передает эфиру, значит, энергию, а эфир переносит. И вдруг мы думаем, что они знали меньше нас, они были глупее и так далее. А сколько потеряло человечество в ходе своего развития, истории, значит, знаний, об этом никто не может сказать. Поэтому здесь нельзя так высокомерно относиться к проведенным знаниям. Энергия передается, до черной дыры доходит, поглощается, потом свет не отражается, вещество само испускает свет. Уже новый. Там не может быть, что 300 тысяч километров в секунду, значит, частица ударилась и отразилась, так сказать. Такое не бывает. Поглощается, атомы возбуждаются, испускают новый свет. А вот черная дыра, энергии не хватает, чтобы испустить новый свет, так сказать. Он все уже, значит, поглощает и больше тело не светится, короче говоря, так? Потом еще, что вот, значит, нас смущает в современной космологии. Считается, что наша Вселенная расширяется, причем чем дальше от нас объекты галактики, тем быстрее они разбегаются от нас. Вот, допустим, 1000 километров в секунду галактика от нас уходит. Тут возражения такие. Во-первых, мы не центр Вселенной, чтобы от нас все разбежались. Во-вторых, вот представим себе такую сферу большого размера в космосе, постоянного радиуса, где расположены наблюдатели. Тогда получается, что центр этой Вселенной разбегается в разные стороны от антиподов, то есть наблюдатели, которые находятся на одном диаметре. Что он значит? Одна точка или одна звезда будет разбегаться во всех направлениях, что ли? Причем чем дальше, чем больше диаметр сферы, тем быстрее, так сказать. Это, конечно, для простого человека непонятно, так сказать. Мы это, значит, видим старые истории, мы его и встречали. Объясняется, значит, красное смещение усталости света. То есть, чем дальше расположен объект, тем дольше доходит до нас, и по ходу к нам энергия уменьшается, энергия колебаний электромагнитных, энергия колебаний эфира, так? И, значит, вследствие этого свет устает, получается красное смещение. Это легче объясняет, значит. Можно вопрос? Сейчас, одну минуту. Да, пожалуйста. Пора заканчивать, да? Да, вопрос. Да, пожалуйста. Мне ученые объясняют, придерживаются мнения, что произошел какой-то взрыв первоначальный. И от этого взрыва во все стороны удаляются вот эти как раз звезды, всякие массы и так далее, и так далее. Где центр этого взрыва? Мне обязательно вы говорите, удаляется. Вот в эту сторону сюда удаляется, эту сторону сюда удаляется. Как вот Земля, от Земли если так, где удаляется, на какую сторону? Если мы центр взяли, как центр Земли, могли бы понять. А вот в какую сторону удаляется, Ани, вы можете подсказать? Сюда, что ли? Сюда ли? Сюда ли? Могу. Могу. Значит, современная наука говорит, что все от всех разбегаются. В какую сторону? В любую сторону. Это не вопрос, это не ответ. Вот в эту сторону. Вот не ответ, поэтому это не ответ. Это смущает нас. Это не мой ответ, это ответ. Нет, как вот в какую сторону удаляется они? Вот скажите, если вы центр взрыва мы обнаружили, тогда мы могли бы понять, где какую сторону удаляется? Сюда. Земля круглая. Какую сторону удаляется? Вы можете подсказать? Вот я говорю, значит, современная наука отвечает, как я ответил вам сейчас, да? А я вот с вами полностью согласен. Потому что, значит, трудно себе это представить, чтобы от нас все удалялись, так сказать. От нас.
Да. Мы против этого возражаем как раз. Так? Это не ответ. Это не ответ. Рахмат Гүлзар Әмір Сәманович. Говорит Бигіз. Давай. Bunlar temizlemez bir bakaslı, mesela tez galimler şolay, siz şolay siz Kazakhstan'a yok mu? Kur'an'da bu ülkede Kur'an'da şunday süreler yok mu? Bu nişektir yöneliş bir tarafında Kazakhstan'a yok mu? Kur'an'da ne dediler? Burada. Anda bir tüm dersler turunda ettiler. Әмір Сәманович мұнда ой сайын келіп лекция оқып кетеді. Шошы ерлерді ой сайын Қысқаша ғана, так? Мына Фән әйтті жердің өзегінде бик зор басым. Анда водород қаты халда болған мүмкін деп, так? Біз мына қазір бірінші рәсімді қарағыз. Нәрсе турында айтамыз. Мына жерден кіші қуыш болға тиісті біз. Не үшін шулай ол? Мына бұл газ, тузан, значит, сфера. Екі сфера. Екі сферадан конус білен массаларына бөліп алабыз. М1, М2. М1 кішірек, М2 зорға. Значит, мұнда М1, М2-ға таба бара. Тегесі әзірек келе. Мына шулар бүтін массалар Сұраққа давай. тышқа таба барады. Тышқа таба. Тузан һәм газ капланмары. Мына шуның арқасында, значит, тағын барлыққа келе сфералар. Ол сфералар жер жиде қат делер ме? Жиде қат. Ол сфералар жиде болған мүмкін бөлеме қатарақлар. Олардың арасында магма, олар бірсіне бірсі бірге әйленгенде бір түрлі әйленілер, бірсіне бірсі ішқылып, энергия барлыққа келе. Һәм олар магматан, вулкан, тегесі мұнсы, электромагнитный явление, генератор, һәм башқа. Мына бұл қараштан шыққанда бұл Ньютон законлары, так? Жерде қуышылуға тиіс, құяшта қуышылуға тиіс, айда қуышылуға тиіс. Бүтін күн жесімлері бөлемен зорлықпар, іштері қуышылуға тиіс. Мына қырқанға тұры келу. Сіз ада қош оларға мүмкін. Есть, законлар бойынша тиіс. Ойны да қош делер бит. Мына шоңа бір айтам, мына бит Ньютонның екі законына да тұры келу. Софистика енді бар, софистика бір кімді конкретті. Әмір Сәманович, бек зор рахмет шығышыңыз үшін. Айтам бет, Әмір Сәманович енді біздің ой сайын береге келіп, лекциялар оқып кете. Міне, айрықша қызықсынушыларға, шоу лекцияларда келерге, һәм қатнашырға мүмкін, тыңларға мүмкін. Міне, бұл яқтан енді біздің шәкірттер бәхетлі. Міне, шошындай аның шығышлар әр уақыт. Шошындай бәхәс бейт атырған деп енді. Һәм бетінде ол шошындай бәхәстер ерлігінде әне ұсағыла. Бітінісі әгерде белгілі болса, үсмәс ерлігі. Жамал рахмат ихтибар үшін. Бұл менің шығышның тулайым көлемі жиынтықта. Басын шығашы.